4 года назад героями нашей передачи стала приемная семья Яковлевых из Хангаласского района. Надежда Трофимовна воспитывает 6 детей, все девочки, 5 из них приемные – Алина, Лида, Маша, Вика и Тая, разные по возрасту, с непростыми судьбами. Благодаря Надежде Трофимовне они стали одной семьей. Надежда Трофимовна – человек с активной жизненной позицией. На встрече с депутатом Государственной Думы Галиной Данчиковой ею были подняты острые вопросы необходимости поддержки приемных семей. На проходящих ежегодно слетах приемных семей «Будем вместе» Надежда Трофимовна всегда принимает самое активное участие, проявляя неравнодушие и поднимая вопросы, волнующие всех приемных родителей. Нам стало интересно, как живет семья сегодня, и мы приехали к Яковлевым спустя 4 года. Нас также гостеприимно встретили Надежда Трофимовна с уже выросшими и повзрослевшими девочками. 19-летняя приемная дочь Лида продолжает свое увлечение. Она хорошо рисует, посвящая этому все свое время. Можно повесить на стенке. Это год собаки. Я начала рисовать 7 лет. Когда я еще была маленькой, я первый раз полюбила это рисование, потому что мне мама купила краски. И в приемной семье мне живется очень хорошо. 15-летняя приемная дочь Маша – разносторонне увлеченная девочка. Я люблю заниматься ВПК. Это такой кружок военный. И мы собираем команду и будем соревноваться. Это мое самое любимое увлечение – собирать пули. Это называется магазином, который я очень люблю делать. Я люблю легкую атлетику. Еще я в 6 классе занималась журналистикой. И мы писали много интервью. И моих несколько интервью вышло в газету. Маша, а расскажи, как тебе живется в семье? В семье мне очень уютно. Все очень отлично. Не как там в других семьях, а очень круто. Серьезность и твердость характера Маши помогают ей легче адаптироваться в жизни и, безусловно, облегчат ее будущее. 14-летняя приемная дочь Вика серьезно увлекается ушу. Этот вид восточных единоборств требует больших усилий и самоотдачи. Я занимаюсь ушу с 2017 и почти 2018 года. Я ездила в Китай в 2018 году летом, и там я получила золото. Расскажи о своей маме приемной. Моя мама очень добрая, она очень хорошая, она всегда поддержит во всем. В доме Яковлевых созданы все условия для гармоничного развития девочек. Самая младшая, Тая, проявляет интерес ко всему, имея свои увлечения. Меня зовут Тая, мне 11 лет, я учусь в 5 классе. Я перед Новым годом записалась в кружок ВИА, музыкальный кружок. Я в 1 классе читала 2 доклада «Мой двор» и «Мой домашний питомец». Тая, расскажи нам про маму свою. Она активная, хорошая, любознательная. Я хочу стать как она, активной, умной и хорошей. Надежда Трофимовна прилагает все усилия для успешного развития девочек. Я хочу свой результат, конечный результат видеть на девочек, каким они станут. Все время об этом думаю. Старшая у меня Алина 4-й курс, в следующем году заканчивает. Маша нынче поступила в ЕГСХ на дистанционную, на кондитера. Это ближе к предпринимательству. Она сама будет готовить и продавать свою продукцию. Тогда ей тяжело не будет. У Вики я уверена, а вот Тае чуть-чуть трудновато, но мы надеемся на лучшее, Дитая. Угу.
Надежда Трофимовна делает все, чтобы девочки разносторонне развивались. Их достижения показывают значение семьи в жизни ребенка и еще раз говорят о необходимости поддержки приемных семей. Саңа кәлбет оғылар, қолыбыр оғы боллағына стресска төбестағаны кейі улахан кейі құдды кенер ханаларын еппеттер, мөккүспеттер, да? Улахан кейіні кырағы хин бір авторитет құдды көрір, айылқаттан онны коңы ғылар оғы. Ол ехен боланы кенер туғамы тығыраханға төбестақтарына, қолыр бейін ұтчылы еттақпын стресска төбестақтарына өсі кырағылар өттенден берелер. Орыннары рейкер болуқтарын сен, хатан хабап болан қалықтырын сен, хатан хаңарбат болан қалықтырын сен, құлабыр түрпіттерін нағақтан барын деревінеттен кәлем барын оғылыр енонлық болан қалалады. Еті боланы білі хем бір хаңа адаптация кәме болаға де. Онтын хаңа жияға, хаңа ғылғы кәлер оғыға еті өсі күске берілген сәп көстен хен. Еті кәміңе боланы әхе кені күроғы дем мәғымен. Просто үйеретин, сәретин онна кенеға спокойно ұғыман түрімен. Самай холовор бихи сыйхар буттен улахан жоннор ыксаллах түгенге стресс кейін оғыны ыған керен барабыт. Кені так ығылай алырар кемер бихик түргеті тәхатыбыт. Кені кыра кехе оллайды, кені ханны кары беремен ада. Барды манық өндүрігар, хайыргар. Ол хин наха күшкі мақпакка, ықпаккара бихи кенеттен боланы просто бахара бутынды кетебет. Сыйхан ор бутын бахара иққанады. Оғы холобур элбек оғы бұйығар холобур оғы жетерен олар бұп болағана бұғы индивидуальный вниманиені ыларға өріммедек болынсын. Кені күтті өр көпсетелерін, кені расанатын істелерін, кені білі жоны күтті тәңе хәджер ғанар өрінен қалар бұллады. Оғылар күтті, ол ең маннай әйге оғыны күтті неге етақаны кені соғуйонсын. Мегіттен дойы еві күрдік. Этинне боланы ме үйрете ханада. Навык боллагана простой навык чичиклары тиз суярга үйретергейин бир инада диллерди. Антон ханан көрөкөлөр ки санатын до эмоциятын тутулырга ажахайты сложнее деятельность психологически така. Олин этинне өсөл бак биреме бар. Үсүй, алты, ыксаман, кепсетин күнай, кепсетин. Бир тылынан хаңарар болу, iki тылынан хаңарар болу. Хылаңарынан көрбүккүт оғот бәйді хені күтеттен нәқті кепсетер болуға. Олин ыксабаккары кыры-кырыттан оғыны өретек қасып. Знакомьтесь, Артур. Мальчику почти 5 лет. Артур находится в центре недавно. Артур у нас ребенок с индивидуальными особенностями. Самый маленький член нашей семьи. Да? И он очень подвижный, требует очень много внимания к себе, очень активный. Любит играть, любит играть с лего, с пластилином, смотрит мультики, любит большие красочные книжки. И он ничего не говорит, слабо слышит и реагирует на жесты. Да? Несмотря на диагноз, Артур подвижный ребенок. Он много двигается, так же, как и все дети, любит играть. Обожает лего, собирая разные поделки. Конструированием Артур может заниматься подолгу, проявляя усидчивость и интерес. В связи с диагнозами мальчику сложно выполнять задания, но он все-таки обладает некоторыми навыками, которые немного облегчают его жизнь и позволяют изучать что-то новое. Артуру в связи с проблемами по зрению особенно нравится изучать все предметы на ощупь, а также играть в контактные и звонкие игры. Он не говорит, но когда находится в настроении, то произносит отдельные звуки. Артур трогательный, добрый и ласковый ребенок. Он нуждается в особой заботе, чутком уходе и внимании. И мы надеемся, что для него найдется семья.
Знакомьтесь, Влад. Мальчик находится в учреждении чуть больше года. Открытый и добрый, он покоряет всех своей улыбкой и всегда позитивным настроением. Владику 9 лет. Влад ходит у нас в 3 класс. Очень нравится ему ходить в школу. Влад у нас по характеру очень спокойный, доброжелательный, ласковый. Легко идет на контакт, любит рисовать, собирает конструктор Лего, смотрит мультфильмы, любит помогать по дому очень. Посещает кружки, радужную мозаику, робототехнику, поет вокал. В проводимых мероприятиях детского дома и семьи принимает активное участие. Владик у нас очень аккуратный мальчик. Он мал у ма ша шу. Влад, ты что любишь делать? Играть. А во что любишь играть? Игрушки, А какие игрушки? машинки, пушишка, зайчик, синенький, елки спрятался. Много-много радости детям принесла. У Влада диагноз ДЦП. Когда он поступил в центр год назад, он не мог ходить, а сейчас так зажигательно танцует. И мы надеемся, что Влад обретет семью.